Наконец, жители сельского поселения Южное могут набирать воду из крана. Многолетний вопрос решен после строительства водонапорной станции в населенном пункте. Теперь сотрудникам единого оператора по водоснабжению и водоотведению не придется поддерживать экстремальное давление в магистральных трубах. На протяжении долгого времени, дневное время, никогда не имелась возможность поднять воду в сельское поселение Южное, так как наша магистральная линия водовод Сунжи-Малгобек не позволял нам этого. Через раз у нас происходили аварии, мы их устраняли. На данном этапе, можно сказать, 100% снят вопрос сельского поселения Южный. Проблема с водоснабжением не только в Южном, еще более остро она ощущается в Вознесенском, расположенном выше. Там вода по магистральным трубам не доходила до населенного пункта. В отличие от других селений, где дефицит воды ощущается лишь летом, в Вознесенском круглогодично сталкиваются с этой проблемой. 2 тонны в неделю. Но этого мне не хватает. У меня есть хозяйство, скот есть, куда же так. У меня и стиралка, миралка, положение. Изначально считалось, что водонапорная станция решит проблему с водоснабжением в селе Вознесенское. Однако на практике она смогла обеспечить водой только жителей, проживающих в низменности. Единый оператор планирует продолжить работу, выявить проблемы и решить их. Так как там не полностью в селе имеются разводящие сети, по которым мы можем поставить воду. Так что Вознесеновка в части имеющихся сетей, там тоже снимается вопрос с водоснабжением. Но далее мы будем рассматривать возможность подключения дополнительных абонентов, которые там имеются, чтобы там была вода полноценная, так сказать. Актуальна проблема с водой и в селениях Сагапши, Псидах и Нарки. Уже решается вопрос в Сагапши. Там строят такой же каптажный колодец. Там у нас 5% населения, ну, именно там 4 улицы, которые запитываются именно с резервуаров. Остальная часть у нас запитывается с непосредственно магистральной линии. Но эту работу мы планируем в первых числа до 10 сентября закончить. И опять-таки это тоже нам позволит снизить аварийность на нашей магистральной линии. У нас острые вопросы, которые вот у нас всегда мы оговариваем, это Псидах и Нырки, так как это последние села от насосной станции Кантышева и главной насосной станции Сунжи. Ну, после того, как мы завершим каптажный колодец в сельском поселении Сагапши, это тоже даст улучшение в сторону Псидах и Нырки, так как мы будем иметь возможность, как и на этой каптажной станции, так и там, можем наполнять, в дальнейшем отключать, и чтобы основная масса воды она уходила в Псидах и Нырки. Водонапорные станции в селениях Южное и Сагапши помогут снизить нагрузку на магистральную линию Кантышева-Малгобек, которая уже является ветхой и не выдерживает высокого давления. Впрочем, уровень дебита воды в районе достаточен для обеспечения населения ресурсом. Плюс у меня есть еще хорошая новость. У нас Кантышевский водозабор этим летом мы увеличили объем добываемой и транспортируемой воды, а именно увеличили проектную мощность на 25%. Тем самым мы с главной насосной станции ГНС, с которой более 50% всегда поставлялась вода в Малгобекский район, в этом году мы оттуда качали не более 15%. А вот последнюю неделю мы вообще оттуда воду в Малгобекский район не качаем. На данный момент, можно сказать, мы одним Кантышевским водозабором охватываем Малгобекский район. Единый оператор будет продолжать работу по улучшению системы водоснабжения и устранению проблем. Но все будет зависеть от добросовестности абонентов. Если абоненты и дальше продолжат увиливать от платежей, то проблема не решится никогда, так как замена, обновление, ремонт и покупка оборудования для линии водоснабжения стоят денег, как и их установка. Зелимхан Кылоев, Адам Гулоев, Акрамат Асхоев, Магаз 24.